Известно, что шейх Мансур молился усердно, что соблюдал Рамадан, но однажды он не вынес оскорблений солдата, который его охранял, и в ответ на эти оскорбления он, выхватив кинжал, убил своего охранника, обидчика. Первоначально, еще в XVIII веке, узников содержали в казармах для солдат. Огромное, очень длинное кирпичное здание из красного кирпича, построенное вдоль всей северной крепостной стены. Это постройка начала XVIII века, солдатская казарма, получившая название «Номерной» именно потому, что камеры для заключения там сделали под номерами. И вот в помещении номер 11 на первом этаже и содержался шейх Мансур, который по распоряжению секретным рескриптом императрицы Екатерины II был 15 октября 1791 года переведен в Шлиссельбург и приговорен к безысходному пребыванию здесь за, как говорилось в этом рескрипте, возбуждение народов гор против России и причинение большого ущерба империи. Коменданту крепости Калюбакину пришло распоряжение, что шейха Мансура следует принять, и он в ответном донесении писал, что сего месяца, 17 октября, 17 дня, прибыл шейх Мансур, и он помещен в казарму в номер 11, и содержание в день ему на кормовые выделено 15 рублей. Умер шейх Мансур 13 апреля 1794 года после 3 лет заключения в Шлиссельбурге в Петровской номерной казарме, как говорится в официальном деле, от чехотки, от скоротечной чехотки. Тело его было вывезено из Шлиссельбургской крепости тайно, вероятнее всего ночью, и похоронено в безымянной могиле на Преображенской горе близ города Шлиссельбурга.